Это были исторические события того времени. Я забыть никогда не могу ту историю, которую мы совершили в годы Великой Отечественной войны. Это последние съемки Бориса Кузнецова. Герой Советского Союза в начале ноября отправил свое поздравление в честь 79-й годовщины военного парада на Красной площади в 41-м. Тогда будущий герой был еще подростком. Борис Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года в семье ремесленника. Рано потерял родителей, воспитывался бабушкой. Окончив 6 классов, поступил в ремесленное училище. С начала войны работал токарем на Казанском оптико-механическом заводе. Оттуда 16-летний парень отправился на фронт. Уже в 17 лет он стал героем Советского Союза. На его долю выпали бои на Волховском, Степном фронтах, сражений под Ленинградом, на Курской дуге. Подвиг, принесший золотую звезду, Борис Кузнецов совершил при форсировании Днепра. Перебравшись со своим отделением на другой берег, связист Кузнецов несколько дней оборонял плацдарм, многократно устраняя повреждения связи. Будучи дважды ранен, в критический момент при гибели командиров поднял бойцов в контратаку. Я уничтожил несколько немецких танков, очень много живой силы немецких войск. И последним снарядом, который разорвался под Лафетом, я больше ничего не помню. И я уже очнулся на 7-е сутки в госпитале. После госпиталя Борис Кузнецов вернулся на фронт и штурмовал Берлин, а в июне 45-го принял участие в историческом параде Победы на Красной площади. Борис Кузнецов уволился в запас в звании старшего лейтенанта. Работал на Украине, потом вернулся в Казань. Трудился на многих заводах, участвовал в строительстве нефтяных объектов ТАССР. До последних дней занимался патриотическим воспитанием молодежи, участвовал в парадах Победы в Москве, выступал на многочисленных республиканских мероприятиях. Он стал настоящим символом любви к родине, патриотизма и стойкости духа. Мы честно отстояли нашу родину и будем стоять на рубежах наших границ, нашего государства, нашей великой России. У Бориса Кузнецова остались супруга, дочь, внуки и правнуки. Именем Героя Советского Союза названа Лаишевская средняя школа. В Казани к 70-летию Победы был открыт памятник связистам, прообразом которого стал Борис Кузнецов. В Парке Победы на Пантеоне навечно останется мемориальная доска с именем Бориса Кузнецова. До своего 95-летия он не дожил всего 1,5 месяца. Весь год 75-летия Победы он был на передовой юбилейных торжеств. Как и подобает настоящему герою, всегда был в форме, полон сил и оптимизма. Таким он и останется в нашей памяти. Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Фаруза Мазитова, Игорь Романов, ТНВ Казань.